Этим видеоканал открывает новый цикл «Темная сторона животного мира». Мы будем говорить о том, что не принято показывать в красивых передачах о природе, и начнем с величайшей генетической ошибки человека. Собака тысячелетиями эволюционировала, чтобы служить человеку. Волк тысячелетиями эволюционировал, чтобы выживать без него. Два полюса, которые никогда не должны были пересечься. Но человеческое тщеславие не знает границ. Нам стало мало покорности. Нам захотелось подчинить себе первобытную дикость, посадить на поводок живого хищника, чтобы тешить свое эго. Так на свет появились волкособы, величайшая генетическая ошибка, созданная ради амбиций. Это трагедия существа, которая не просила его создавать и которая в итоге оказалась чужим в обоих мирах. Забудьте сказки из интернета про ласковых домашних волкособов. Сегодня мы вскроем правду. Вы узнаете, почему попытка объединить эти виды сводит животное с ума, зачем по всему миру массово закрывали проекты гибридизации и к чему приводит попытка обмануть природу. Начинаем погружение в жесткую реальность. Когда люди покупают гибрида, они хотят получить мифического лютоволка, чтобы он выглядел как дикий зверь, но обожал хозяина как ретривер. Многие оправдывают это тем, что в дикой природе собаки и волки скрещиваются сами. Да, скрещиваются. Но знаете когда? Только тогда, когда человек выкашивает популяцию волков. В здоровой экосистеме стая не примет собаку, жестко устранит ее как наглого конкурента или легкий обед. Природный гибрид – это дитя экологической катастрофы. Он рождается от безысходности, когда одинокому выжившему зверю просто не с кем создать пару. А то, что происходит в вольерах заводчиков, это намеренное тиражирование генетического сбоя ради денег. Волчья и собачья психика – это не пазлы. Это попытка установить программное обеспечение хищника на базовую комплектацию домашнего питомца. Система неизбежно рухнет. Главное оружие волка – неофобия. Первобытный, парализующий страх перед всем новым, который тысячелетиями спасал ему жизнь. Собака бежит на звонок в дверь, виляя хвостом. Для волкособа звонок в дверь – это звук взведенного курка. Тесная квартира мгновенно превращается в ловушку. У гибридов первых поколений F1 нет нормальной жизни. Есть режим постоянного выживания. Они способны разнести комнату до бетона не от агрессии, а от животного ужаса перед упавшей шваброй или незнакомым запахом. И когда уровень стресса пробивает потолок, инстинкт хищника всегда берет верх. А инстинкт диктует одно – спасайся или атакуй то, что мешает спастись. Но если F1 – это предсказуемо дикий зверь, то поколение F2 и F3 – это генетическая русская рулетка. Заводчики рекламируют их как безопасную версию, но природа играет грязно. Представьте гибрида, который унаследовал от собаки самое опасное качество – отсутствие страха перед человеком, а от волка – охотничий драйв и челюсти, ломающие кости. Уберите страх, оставьте инстинкт хищника и заприте все это в пригородном дворе. Вот где кроются настоящие катастрофы. Если волки так эффективно приспособлены к выживанию, почему их не удалось адаптировать для службы? В середине 20 века спецслужбы проводили эксперименты по гибридизации, пытаясь получить рабочее животное с задатками дикого хищника. Самый известный пример – чехословацкий волчак. Идея казалась гениальной – объединить ориентированность овчарки на человека с волчьим нюхом, стальной выносливостью и непробиваемым иммунитетом. Но грандиозный проект разбился об один циничный факт. Волк слишком прагматичен, чтобы отдавать жизнь за чужие идеалы. Собака для таких задач – это солдат. Она настроена на контакт и способна работать на пределе, четко следуя командам проводника. Это ее базовая мотивация. Волкособ – это наемник, который никому не давал присягу. В эпицентре штурма гибрид первым делом оценивает угрозу жизни. Если риск слишком высок, он не станет работать на износ, он просто выйдет из контакта. Их невозможно было заставить лаять по команде. Они предпочитали молчать, скрывая свое присутствие. Дикий прагматизм легко победил дрессировку. Военным пришлось признать поражение. Хищника нельзя заставить маршировать.
чехословацкий волчак и собака Сарлоса официально признаны. Их часто путают со стандартными домашними питомцами, но кинологическая реальность иная. Селекция приглушила прямую агрессию к человеку, но сохранила специфику диких предков. Владелец ждет от них предсказуемости, но сталкивается с первобытной генетикой. Тяжелейшая сепарационная тревога, разрушение вольеров от скуки и непрекращающийся вой — это не поведенческий брак, а норма для этих пород. Они не созданы для городской жизни. Это узкоспециализированные животные для тех, кто готов подстроить свой быт под их сложную природу. Но если военные проекты провалились, а содержание признанных гибридов — это испытание не для слабонервных. Откуда тогда в интернете тысячи видео, где огромный волк спит на диване в обнимку с ребенком? Ответ прост. Вам врут. В 90% случаев на экране качественная подделка. Американский рынок волкособов — это конвейер тщеславия. Заводчики прекрасно знают, что настоящий высокопроцентный гибрид разберет дом покупателя на щепки за неделю, и бизнес утонет в судебных исках. Поэтому они торгуют иллюзией. За $1000 людям продают микс из хаски, маламута и немецкой овчарки. Покупатель тешит свое эго. Он искренне верит, что укротил дикую природу, хотя на деле просто выгуливает гиперактивную лайку переростка. И пусть бы они тешились, но этот обман приводит к фатальным последствиям. Дилетанты насмотрятся на этих плюшевых волков в соцсетях и идут покупать настоящего гибрида. Они приносят в дом первобытную генетику, ожидая повадок, покладистого пса. Капкан захлопывается не сразу. Катастрофа наступает к 2 годам, благодаря биологическому таймеру, о котором заводчики молчат. Синдрому зимнего волка. Когда животное достигает половой зрелости, его гормональный фон намертво привязывается к ритмам дикой природы. С первыми холодами даже самый терпимый домашний гибрид сбрасывает маску. Включается глухой, бескомпромиссный территориальный инстинкт. Забор высотой в 2 метра для них не преграда, а просто ступенька, которую они берут без разбега. Их челюсти вскрывают металлическую рабицу вольера, как консервную банку. А соседские коты и мелкие собаки в один миг перестают быть соседями, они становятся движущимися мишенями. Люди искренне верят, что смогут стать для этого зверя вожаком. В ход идут популярные кинологические трюки, уговоры, попытки купить доверие вкусняшками, но реальность бьет наотмашь. Для волка, чья психика плавится от хронического стресса человеческого мира, еда не значит ничего. Вы не купите инстинкт самосохранения за кусок сушеного мяса. Когда уговоры не работают, у хозяина сдают нервы. И он совершает фатальную ошибку, решает надавить силой, показать, кто здесь альфа. Собака стерпит этот конфликт и уступит. Но для гибрида физическое давление — это не воспитание. Это нападение. И защищаться он будет так, как его учила природа, бескомпромиссно, до полного устранения угрозы. Без предупреждающего рычания, без шансов отступить. Этот воспитательный процесс закончится быстрее, чем кто-то успеет набрать номер скорой. Но главный капкан, о котором заводчики будут молчать до последнего, захлопнется за пределами вашего двора, в юридическом поле. Перед законом волкособ это не собака, а дикий хищник. И здесь начинается настоящий ветеринарный ад. Запомните, в мире не существует официально признанной вакцины от бешенства для волчьих гибридов. Вы можете колоть ему самые дорогие препараты, но для государства ваш зверь всегда будет считаться непривитым. Что это значит на практике? Если обычный пес прикусит прохожего, его отправят на 10-дневный домашний карантин. Но если поступит жалоба, что человека укусил или просто сильно поцарапал ваш ручной волк, система сработает безжалостно. Закон не даст вам времени на карантины и сантименты. Животное изымут навсегда, без судов и права на апелляцию. Почему? Потому что прижизненных тестов на бешенство для диких животных не существует. Единственный способ достоверно проверить гибрида на бешенство требует извлечения мозга. Зверя усыпят, отсекут голову и отправят ее в лабораторию. Никаких анализов крови. Чтобы обезопасить человека, вашего питомца отправят на стол патолога-анатома.
Такова реальная цена вашей экзотики. И не надейтесь на помощь клиник. 90% ветеринаров просто закроют перед вами двери. Их лицензия не дает права спасать диких хищников. Случись малейшая беда, вы останетесь один на один с 40-килограммовым смертельно опасным зверем, которому никто не захочет и не сможет помочь. Покупая гибрида, вы принимаете эти правила. Придется каждую секунду быть готовым к тому, что в один черный день закон навсегда заберет вашего друга. Апелляций не предусмотрено. И чем заканчивается этот эксперимент? Когда страх в доме перевешивает тщеславие, хозяин принимает последнее, трусливое решение. От иллюзий просто избавляются. Обычные собачьи приюты в ужасе закрывают перед ними двери. Слишком опасно. Слишком непредсказуемо. Для взрослого гибрида, с которым не справился человек, остается только один безжалостный выход – тихая, глухая эвтаназия. Животное платит жизнью просто за то, что оно вело себя так, как ему диктовала кровь, искусственно смешанная человеком. Волкособ – это живой памятник нашей самонадеянности. Когда он сидит за сеткой вольера и смотрит на освещенные окна человеческого дома, он знает, что никогда не станет там по-настоящему своим. А когда он смотрит в сторону темного леса, он не знает главного. Настоящая, дикая волчья стая убьет его при первой же встрече, почуяв на нем запах собаки. Ни дикий, ни домашний, навсегда застрявший посередине. Подписывайтесь на канал. Уважайте природу. До встречи.